В Сухуми более 420 лифтов, из них с 2012 года заменено 102. Что касается выбора дома для замены лифта, особое внимание уделяется домам, где живут пенсионеры и люди, нуждающиеся в постоянной медицинской помощи. Но, как оказалось, даже тогда, когда дом попадает в заветный список по замене лифтов, сами жильцы умудряются мешать запуску уже установленного лифта. С такой проблемой столкнулись жители нового района столицы. На разных этажах двух домов по улице Чалмаз, 10 и 12, площадки вместе с лифтами жильцы заняли под свое личное пользование. Возвели там стены и даже двери поставили, получив, так сказать, новый лифт в собственном жилище. Эта квартира находится на втором этаже. Хозяин убежден, что в его действиях нет ничего противозаконного, так как на этой площадке обе квартиры принадлежат ему, и он вправе решать, какой проем оставлять между лифтом и его квартирой. Это площадью общего пользования называется. Не смейте закрывать. Вот убирайте все. Больше я ничего вам не могу сказать. Арасas خلاص هوب تجيتش ما يبي بيتاج شو عيب بيتاج عيب شغلان زي سنخون سربرا أبو بس خن يركني هما نرى عيب شغلان زي عيب شنن سبرا سالجن عيب شاسين يبشنوال نالو نجوني شغاش بدرو دام تبشخ وبيزنو ببيد дополнительно عارف цена железные асси أخوه يحوزون من نرها يروزون ده прохода أقسن ليفت وي توجو مجيوم مساس ليفتيرو باس ليفتير سوسيزوان وبيزنا وي تلا ربيقو وي توجر чтобы эвакуировать человека мхо бисвирси. В соседнем подъезде ситуация не лучше. Со слов хозяйки квартиры, 5 лет назад она приобрела жилплощадь вместе с замурованным лифтом. К захвату площадки не имеет никакого отношения, но постарается решить вопрос с пристройкой в короткие сроки. Русские здесь жили, видимо, когда сюда этот человек здесь жил, видимо, они договорились, а так просто он вот бы не поставил. поставил. Не дай бог завтра постелится здесь инвалид или кто-то, как ему подниматься здесь потом? Я вам что сказала? Я говорю, подождите, просто по карману я поставлю, я же говорила. Ну да, поставили. Ну вот, пока еще не поставили, видишь, ну вы собираетесь убрать, да? Ну, собираемся. Помимо того, что пристройки на площадках незаконны, они еще и небезопасны. В случае чрезвычайной ситуации эвакуировать людей из лифта будет невозможно. То, что касается перекрытия площадок, то есть это влияет на нашу работу, на работу специалистов. То есть если площадка перекрыта, доступа нету к этому этажу, бывает, человек застревает, и часто бывает, никак мы не можем эвакуировать пассажира, так что мы извиняемся, но придется снимать все площадки. В этом же доме, но уже на 9-м этаже, ситуация такая же. Вот только здесь не только лифт находится в частной квартире, но и люк, через который при необходимости производится ремонт лифта. Как и в предыдущих квартирах, дверь нам любезно открыли и объяснили, что как только все остальные снесут свои пристройки, они сразу же уберут свою и освободят площадку. Стены все они не демонтируют, мы не будем лифт принимать. И все работы остановлены. Первым долгом ей лифт нужен. Но она, видимо, считает, что зашла в свой... А вот и люк, видимо. А вот люк, который я вам хотел сказать. Вот видите? Вот через этот люк они мотор поднимают, да? Что этот вот... Ремонтные работы, все отсюда поднимаются, инструменты. Вот специально он сделан для этого, для аварийных случаев, да? А у нас эта площадка закрытая. Вот люк они сделали, а для чего он сделан? В доме номер 10 по той же улице Чалмаз уже больше месяца не могут запустить новые лифты, мешают пристройки. Жители дома повыше этажом возмущены, сетуют, что с соседями договориться не получается. Говорили, но вот результат пока такой, пока ничего не видим результата. И вы знаете, и мы решили к вам обратиться, помочь. У меня вот супруг гемодиализный, мы нуждаемся в лифте. 25 лет он без лифта ходит, гемодиализный больной. Просто из-за этого вы тоже подошли, чтобы вы нам помогли. Выхода нету. На 2 этажах дома номер 12 по улице Чалмаз ситуация такая же. Хозяин одной из квартир утверждает, что приобрел ее уже с пристройкой и тоже постарается решить этот вопрос в ближайшее время. Всем жильцам, чьи пристройки вышли за рамки их квартир, дано 10 дней на их демонтаж. Если в течение установленного срока конструкции не будут разобраны, городская администрация вправе обратиться в прокуратуру. В 5-м домоуправлении в курсе происходящего и готовы предпринять решительные меры. Уже вот 3-ю неделю приходим, беседуем, собрания делали, общались. Но в основном все согласны убрать, но что с финансовым проблемой у них.
Но в течение недели пообещали убрать. Большинство лифтов в столице технически устарели. По мере поступления финансов их стараются менять. К примеру, по той же улице Чалмаз в доме номер 7 лифт полностью разобран. То ли на цветной металл, то ли на какие-то другие нужды. Моторные отсеки, как и шахты, завалены бытовым мусором. Отремонтировать лифт просто невозможно. И таких домов, нуждающихся в полной замене лифтов, в городе еще более 300. Чалмаз 7 – это такая же проблема, как остальные 350 домов. К сожалению, не все от нас зависит. Я каждый год делаю списки. На 150, я помню, 152, 156. На 17-й год я дала 110 лифтов на замену. Они пустили инвестицию на 87 лифтов, но при этом только 23 лифта попадало на 12 лифтов на 17-й год попало, а остальные они разделили на 3 года, 17, 18, 19. Сейчас эти подрядчики, монтажники, они как бы опережают, 19-й год тоже в 18-м делают, но я думаю, что в 19-м году формироваться новый список не будет, потому что для Москвы на 3 года он уже утвержден, уже смету экспертизы прошло все. Демонтаж старого и установка нового лифта занимает до 3 недель. При хорошем обслуживании специалисты гарантируют до 35 лет непрерывной работы новых лифтов. Списки всех домов, нуждающихся в замене лифтов, составлены. Работы будут проводиться по мере поступления финансов. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.